За счет чего вы сейчас живете? Я за счет соседей живу. Подкармливают. Вот особенно вот эта рядом соседка меня подкармливает. Посуда, если соберется, когда кто даст, сдаю. Ну, в общем, что вот засолил огурцы. На хлеб, конечно, соседка только помогает с этим. Вот и все. Никаких. Дров, что вот разобрал соседский сарай. Платить за свет нечего, за мусор нечего. Вообще, в общем, по чуть-чуть ношу, вот уже грозятся за мусор в суд подать. Ну, нечем. А еще вас заставляют фасад дома отремонтировать? Меня заставляют веранду, Кто заставляет? райисполком. Составили акт тоже. Калитка не понравилась и веранда. Дальше. Дом этот с 36-го или 38-го года из-под Оболи привезли отец. Ну вот дрова, что заготовил, что соседский сарай разобрал. Вот пошла в этом году стенка. Хотела рухнуть, я с двух сторон бревнами на болты подтянул, чтобы не рухнуло. Ну а так бы все. Всех людей, которые там работали, увольняли по сокращению. Там, если это государственное предприятие, там должен был профсоюз быть, который защищал бы их интересы. Но так как государственное это предприятие и профсоюз этот государственный, то никто интересы этих людей не защищал. Его в ноябре месяце увольняют по собственному желанию, по согласованию сторон. Он подписывает это и уходит. На работу он нигде не может устроиться. И в июне только 2016 года он идет в бюро по трудоустройству и становится на учет. Здесь ему тоже не объясняют, что ему положено, какие ему может государство дать пособия, как неимущему вообще. Он даже не малоимущий. У него вообще никаких средств для существования на тот момент уже не было. Он уже полгода жил без средств. Так сказать, может, побирался то, что люди выбрасывали на помойку, он этим питался. Теперь он приходит в бюро по трудоустройству, тоже государственная организация, которая должна была объяснить ему права его и обязанности, но ему не сказали, что он может как получить вот это единовременное пособие или ежемесячное пособие. Никто не объяснял. Здесь эта цель тоже этой организации. Нужно было только сделать вид, что у нас есть такая структура, которая занимается безработными. И ему на тот момент ее зарегистрировали, сказали, отработаешь 21 день, 22 дня, тогда будешь получать пособие в размере 21 рубля. Я не знаю, как вообще за 21 рубль может человек прожить месяц. Ну хорошо, ему даже этого не дали первоначально, а сказали, он должен отработать 21 день. Значит, он мог бы отработать, если бы ему предоставили эту работу. Но ему никто не предоставлял, ему дали бегунок, в котором отмечалось только по одному дню в месяц. И то, если он за 16-й год, он смог отработать только 7 дней. Вот за 7 дней ему оплатили эту работу, но как человек за эти дни тоже, за эту оплату 7 рабочих дней может прожить за полгода. И дальше его продолжают динамить. Он в этом году то же самое не получает пособие, пока я не подошел и вот не узнал его ситуацию и не обратился в бюро по трудоустройству, и они не объяснили, что ему нужно сделать, чтобы получить пособие. Они объяснили, что он должен отработать этих 21 день, 22 дня, тогда он будет вот это получать по ихнее пособие 21 рубль. Но если, говорю, они предоставили это, но они не предоставляют. Они говорят, у нас лимит. Мы можем только по одному рабочему дню в месяц давать. То есть этот человек теперь должен обрабатывать, должен теперь 3 года, чтобы отработать от своих 21 день.